Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Пока вся Россия отмечала 4 октября, День народного единства, пока в Татарстане разбирались, какую же роль татары сыграли в смутное время, в соседнем Башкортостане нашлись люди, которые просто отменили День народного единства своей республики. Мы говорим об активистке Рамиле Саитовой. Скажем заранее, есть такое понятие «городской сумасшедший». Эти люди есть в каждом городе, даже в самом маленьком. О городских сумасшедших знают практически все, но они не занимают никаких руководящих постов. И слава богу, что их желания и всякие хотелки не претворяются в жизнь. Обозначим важный момент. Мы называем Рамилю Саитову городским сумасшедшим. Но не в контексте, что мы ставим ей психиатрический диагноз, хотя она в свое время через руки психиатров проходила. Нет, просто она сходит с ума своими увлечениями, всякими провокациями, перформансами, заявлениями и поступками. Понятно, что она ставит себе главную цель – это привлечь к себе внимание. Начнем с того, что Рамиля Саитова наговорила много бредней. Разбираться в них мы не будем. Но вот некоторые ее высказывания не могут не затронуть татар Башкортостана. Журналист Рамазан Алпаут в конце августа 2019 года брал пространное интервью у Рамили Саитовой. Он спросил, как она относится к тому, чтобы в Башкортостане придать татарскому языку статус государственного. А татарский язык был действительно государственным в республике, пока его не вычеркнули из Конституции Башкирской Советской Автономной Социалистической Республики в 1978 году. В общем, Саитова ответила Рамазану, что признание татарского языка государственным исключено. На вопрос «а почему?», Саитова жестко ответила, что у татар есть Татарстан, мол, пусть туда и едут. И вообще, Саитова считает, что у татар Башкортостана нет никаких проблем со своим родным языком. Откуда в ней такая неприязнь к татарам? Ну, она общается просто с себе подобными людьми. Вот, например, на видео, где она призывает снести поклонный крест в Белорецком районе Башкортостана, ей компанию составляет Альфия Узянбаева, который является руководителем некоммерческой организации «Хомай» и является одним из членов проекта «Исторический Башкортостан». Ну и по совместительству курирует подготовку сибирских этномиссионеров. Вот, например, Узянбаева с сибирским этномиссионером Фархадом Шамурадовым. Мы прекрасно понимаем, что у мусульман и тюрков России к поклонным крестам отношение неоднозначное. Но поклонный крест поклонному кресту рознь. Например, поклонный крест в селе Узян, все того же Белорецкого района Башкортостана, был установлен в 2016 году на месте, где в 1934 году стоял сгоревший Троицкий храм. Символическое предназначение этого креста ни в коем случае не направлено против татар и мусульман Белорецкого района. В Татарстане, например, есть остров Град Свияжск. Реставрацию его исторического облика, наполненного куполами церквей и монастырей, курировал сам президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В Свияжске было в дореволюционный период много церквей, которые при большевиках были разрушены. Например, собор Рождества Пресвятой Богородицы XVI века, Никольская приходская церковь, построенная в 1734 году, Софийская или Тихвинская церковь, построенная в 1735 году, Благовещенская приходская церковь, построенная в 1755 году. На месте этих церквей при поддержке Шаймиева были установлены поклонные кресты в знак памяти о временах, когда большевики-атеисты громили в стране храмы всех конфессий. Знаете ли, мечетям при большевиках тоже досталось. Неужели в Башкирии не нашлось тех, кто объяснил бы истинное значение этого поклонного креста в Белорецком районе Башкортостана? Вся страна 4 ноября отмечает праздник – День народного единства. Несколькими годами ранее в этот день обычно в городах нашей страны ходили русские марши.
Но в этом году из-за коронавируса, понятное дело, мы подобное не наблюдаем. Но праздник 4 ноября в Татарстане, да и вообще во всем татарском мире, приобретает своеобразный оттенок. Все дело в том, что в начале октября в Казани организовываются митинги и другие публичные акции, где вспоминают 1552 год, когда Казанское ханство было взято войсками Ивана Грозного. И вот 4 ноября празднуется День единения. Тогда, в 1612 году, ополченцы, возглавляемые Мининым и Пожарским, изгнали из Москвы польских и шведских интервентов. Страна чуть ли не десятилетия пребывала в состоянии смутного времени. Прервалась жизнь царской династии Рюриковичей. Экономика в стране практически не осталась. Все сожжено, разграблено и порушено. И появляется закономерный вопрос. Раз Казанское ханство лишилось своей независимости в 1552 году, то почему в начале 17 века, то есть в первые года 1600-х годов, уцелевшие татарские мурзы и вообще местное население не воспользовалось слабостью российского государства и не вернуло утраченную независимость? Ведь всего-то прошли 50-60 лет. Наверное, старцы-аксакалы, дожившие до 80 лет, помнили, каким прекрасным было время Казанского ханства. В общем, вопрос не из простых. А вот казанские историки каждый год объясняют и рассказывают журналистам, что же на самом деле было 400 лет тому назад. Рассказывают, какую на самом деле татары сыграли в тех далеких событиях роль. Казанский историк Бахтияр Измайлов обращается к очень известному сюжету истории, что, мол, Минин на самом деле был татарином. Об этом еще Путин говорил. И мы должны знать нашу историю. Вот я вчера разговаривал с одним человеком, она, значит, очень известный человек, очень уважаемый у нас, очень образованный, грамотный. Но вот не знала, что, значит, праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Это было так удивительно, как же так? Ну, это потрясающе, он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Нет, сообщает нам историк Бахтияр Измайлов, на сегодня нет прямых исторических источников, которые бы доказывали татарское происхождение Минина. Историк сообщает, что впервые версия о татарском происхождении Минина появилась в одном из нижегородских газет, а не в научном историческом журнале. Специалисты по истории татар в Нижегородском крае никаких свидетельств не обнаружили. Ну, можно, в принципе, прицепиться к тому, что предком Минина был некий Мин Анкудинов из Балахны. Но сегодня историки сомневаются даже в этом, а был ли предком Минину этот вот Анкудинов. Но чья-то мысль, которую озвучил Путин, уже пошла в народ. Остается, наверное, только верить в то, что Минин был татарином. На вопрос о том, на чьей стороне выступали татары 400 лет тому назад, Бахтияр Измайлов дает очевидный ответ. Татары в 17 веке были за те силы, с которыми им было комфортно и кого они считали правыми. То есть единой позиции у татар тогда не было. Например, крещенный татарин Петр Урусов, возглавлявший отряд романовских и арзамасских татар, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова в 1607 году. Активным участником событий был и касимовский хан Урас Мухаммед, который выступал сначала на стороне Лжедмитрия II, но после попытки перейти на сторону польского короля Сигизмунда III, Лжедмитрий его убивает. В Среднем Поволжье татары, как и многие другие народы, поддержали возведение на престол Лжедмитрия I. Его убийство в 1606 году привело к крупным волнениям в Поволжье, продолжавшимся вплоть до 1611 года.
Татары принимали участие как в составе правительственных войск, так и на стороне восставших. В начале 1611 года из Казани выдвигается войско во главе с воеводой Василием Морозовым на помощь первому ополчению. Минин и Пожарский организовали второе ополчение, если что. Да, ко второму ополчению казанцы тоже хотели присоединиться. Был даже такой командир казанской ратью Иван Биркин. Между Дмитрием Пожарским и Иваном Биркиным случился конфликт. Они оба спорили, кто же лидер во втором ополчении. В общем, не договорились. Казанцы отказались поддерживать Пожарского. А вот татарский глава Лукьян Мясной со своим небольшим отрядом из служилых татар и мурс решил ослушаться Биркина и остался во втором ополчении. Но за это потом Лукьяна в тюрьму посадили, когда он в Казань вернулся. Когда в 1613 году в Москве собирался Земский собор, чтобы избрать царя Михаила Романова, казанский дьяк Никанор Шульгин, который фактически образовал отдельное сепаратистское Казанское царство, отказался участвовать в этих выборах царя. За это Шульгина потом еще арестуют и накажут. Но, тем не менее, среди тех, кто подписал документ об избрании Михаила Романова как царя, были и служилые татары из Темникова, Кодома и Симбирска. Поимели ли что-то от участия в смутном времени служилые татары? Да не особо. В общем, в смутное время в головах тогдашних татар тоже была смута. Им не до восстановления Казанского ханства было, понимаете ли. Уфимский филолог Искандер Саид Баталов дал интервью татарстанскому изданию «Реальное время», где рассказал о северо-западном диалекте татарского языка, о так называемом северо-западном диалекте башкирского языка. На самом деле мы давно отслеживаем активность этого популяризатора и филолога-этномиссионера. Ничего нового для себя мы в этом интервью не почерпнули. Основные тезисы с Саид Баталовым уже были высказаны ранее. Поэтому немного удивительно, почему это интервью удалили. Но интернет помнит все. В кэше поисковиков вы все еще можете прочесть эту статью. Первый и, наверное, самый важный тезис, который везде направо и налево задвигает Искандер Саид Баталов, это то, что башкирский язык состоит именно из 3 диалектов. И это для него является состоявшимся фактом. Более того, Саид Баталов утверждает, что в этом вопросе даже нет никакой научной дискуссии. Мол, ученые в каких-то 80-х годах в Башкирии собрались и все единогласно приняли эту позицию. Ну да. Прежде всего должен сказать, что трехдиалектное строение, состав как бы башкирского языка из 3 диалектов, это не мнение, это не какая-то позиция, это уже общепризнанный научный факт. И научную проблематичность он утратил еще в 80-е годы, когда в Уфе прошла целая серия всесоюзных диалектологических конференций с участием ведущих тюркологов нашей страны, и существование северо-западного диалекта, который был выделен еще в 30-е годы, на заре вообще башкирской диалектологии, оно, в общем-то, перестало вызывать какие-то сомнения. Нам очень любопытно взглянуть на официальные документы, где было бы прописано, что абсолютно все участники этих научных конференций в едином порыве поддерживают, как выразился Саид Баталов, снятие научной проблематичности вопроса. Странно, конечно, что Башкирии потребовалось аж 40 лет, чтобы преодолеть путь от момента этих научных конференций до официального диктанта на северо-западном диалекте. Наверное, все ждали рождения и возмужания светлой головы Саид Баталова. Итак, по мнению ученого, в 30-х годах 20 века в Башкирии выделили этот самый диалект. У нас вопрос. И все-таки, насколько диалект соответствует башкирскому языку? Ну, разница же очевидна. Те, кто знает башкирский и татарский, диалект северо-западного, своими же ушами слышат разницу. Раз. Он действительно укладывается полностью и в лексическую, и в грамматическую, и даже, в принципе, в фонетическую систему башкирского языка. То есть
Если мы посмотрим на грамматику северо-западного диалекта, то морфологические показатели, то есть то, как меняются слова, то, как они выстраиваются и так далее, они, в принципе, не имеют какого-то своеобразия в сравнении с южным диалектом башкирского языка, то есть по морфологии северо-западный – это продолжение южного. 2. В плане лексики, собственно, тюркские языки Урала-Поволжья, они вообще, в принципе, довольно мало отличаются друг от друга в лексическом плане, но пласт особенных диалектизмов, которые вот присущи именно северо-западному диалекту, он связями пронизан вообще с говорами северной части ареала проживания башкир, то есть с говорами башкир северо-востока Башкортостана, дальше Челябинско-Курганской области. Таким образом, резюмирует Саид Баталов, диалект северо-запада нельзя отделять от других диалектов башкирского языка. Он отличается только по фонетике, то есть по звуковому строю. Итак, северо-западный диалект, по словам уфимского филолога, состоит из нескольких говоров. Во всех этих говорах, как отмечает наш филолог, начались процессы, которые в итоге и должны были бы привести наш диалект к окончательному виду диалекта башкирского языка. Тут, видимо, в голове ученого появились какие-то образы и картинки с конных скачек. Все говоры северо-западного диалекта в той или иной мере они демонстрируют вот те процессы, которые привели к образованию восточного диалекта, к образованию южного, то есть к образованию тех вариантов, которые были положены в литературный язык. То есть переход общетюркского «с» в межзубную «th» и оттуда в «х», он там начался. Переход «ч» общетюркского через мягкую шипящую в «с», он тоже начался, он прослеживается. Переход общетюркских «з» и «д» в межзубную «д», он тоже там фиксируется. То есть в конечном итоге все говоры северо-западного диалекта, они показывают те фонетические процессы, которые характерны для башкирского языка в целом. Но, увы, признается, к нашему удивлению, сам Саид Баталов, северо-западный диалект не смог примчаться к финишу и образоваться в тот привычный и конечный вид диалекта башкирского языка, который обычно видят башкирские филологи и лингвисты. Диалекты, говоры, языки развиваются неравномерно, и, соответственно, есть говоры, в которых эти процессы дошли до своего такого логического завершения, где все выровнялось, и есть говоры, где все только началось. Опять же, к нашему удивлению, сам Саид Баталов признается, что языковую разницу не ощущают как те, кто говорит на татарском языке, так и те, кто говорит на этом самом пресловутом диалекте. Дело в том, что в народном таком сознании, в обыденном сознании языковая самоидентификация, она не развита. Она в обыденном сознании не присутствует. Она может присутствовать в ключе, что мы говорим по-своему, а они по-ихнему. Да. Итак, давайте считать. По мнению Саид Баталова, диалект соответствует тому, чтобы быть башкирским языком, потому что есть какие-то схожести по грамматике, есть какие-то схожести по лексике. Увы, у северо-западного диалекта запаздывает, не успевает развиваться, так как надо уфимским ученым, фонетика. И сами носители языков не видят между собой особой разницы, что говорить на татарском, что говорить на северо-западном диалекте. Все одно, то есть ничья. И вот тут Искандер Саид Баталов, который себя именует тюркологом, филологом, лингвистом, диалектологом, просто выключает в себе все эти качества и залезает в такие науки, как история, историческая этносоциология и статистика. Делает он это, чтобы хоть как-то разбить сложившуюся ничью, чтобы все-таки обашкирить диалект северо-запада. Подключает он аргументы, основанные на переписях населения Уфимской губернии в Российской империи. В случае, когда атрибуция конкретного говора, конкретного диалекта вызывает проблемы, она проводится по этнической самоидентификации тех, кто на нем говорит. А что касается северо-запада Башкирии, то в конце XIX века перепись
первая российская перепись населения 1897 года, показала самый высокий процент владения башкирским языком в Бирском уезде и в Белебеевском, то есть как раз на северо-западе. Ну, то есть люди определяли свою идентичность, и переписчики определяли свою языковую идентичность по идентичности этнической и национальной. То есть я башкир, значит, я говорю по-башкирски. Искандер, то есть башкир, разговаривающих на татарском языке в природе, не существует? То есть человека определяет именно его родной язык и не его личное самоощущение. И все-таки, Искандер, на северо-западе есть татары? Что же за жители там проживают-то? Переписи показывают, что на северо-западе проживает порядка 330 тысяч людей, называющих себя башкирами. И прежде всего вот активность тех, кто выступает за более активное изучение, представление северо-западного диалекта, она сосредоточена на них. При этом никто не отрицает того, что на северо-западе есть достаточно большие массы населения, имеющие не башкирское происхождение. Это и потомки мишарей, это и потомки переселенцев, собственно, из Казанского края, среди моих предков такие есть, и на их языковую, там, этническую идентичность никто не покушается. Искандер, для вас слова «татары северо-запада Башкортостана» под запретом, что ли? Почему так старательно избегаете прямого высказывания «на северо-западе татары тоже есть»? Ну, видно же по вам, что вы увиливаете. Все говорите про каких-то мишарей, да про каких-то потомков Казанского края. И все-таки, на чем же основывают филологи-этномиссионеры свои выводы по северо-западному диалекту? А вот какую любопытную картину этих диалектологических экспедиций описывает тот же Искандер Сайдбатталов несколькими годами ранее. Уже в 1954 году Тагир Галямович Баишев организовал большую экспедицию по 4 северным районам республики. Начинался маршрут экспедиции в Аскинском районе, заканчивался в городе Янаул, тогда поселок. Захватили они и северо-Балтачевского района. Они прошли 37 населенных пунктов, опросили 138 информаторов. Отчет экспедиции опубликован. Возможно, если найдете книгу, можете там посмотреть, там есть их список, может быть, увидите там своих родственников. И что они увидели? Участники этой экспедиции увидели, что местное население, местные жители считают тот язык, на котором они разговаривают, тот, на котором вы сейчас разговариваете, нормальным башкирским языком. Еще раз, друзья, давайте вдумаемся. Значит, есть целая большая экспедиционная группа ученых во главе с ученым Тагиром Баишевым. Это большая экспедиция. Она направляется в 4 района северо-запада Башкирии. Были посещены 37 населенных пунктов и были опрошены всего лишь 138 информаторов. То есть в каждом населенном пункте были опрошены всего по 3-4 человека. То есть в каждом районе были опрошены по 30-35 человек. То есть именно на основе опросов этих 138 человек какие-то ученые-филологи сегодня берутся говорить и рассуждать о древнем диалекте Северо-Запада. То есть эти 138 человек определяют, на каком именно языке сегодня разговаривают эти так называемые 350 тысяч башкир Северо-Запада Башкортостана. Знаете ли, такие вещи у башкирских ученых может вычислить только прославленный Алмаз Индиго. Мы уже не в силах что-то здесь выправить. Алмаз, вам слово. У вас там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу.